Anam garip toktama ağlardı. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Kayıttaki yok kayıtmayayım, bir yere kayıtmayayım. Ben kalayım, Kırım'a geldim. Kalayım. «9 сентября 1967 года. Город Самарканд, Узбекская ССР. В местной газете опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о гражданах татарской национальности, ранее проживающих в Крыму. Этим документом с крымско-татарского народа были сняты огульные обвинения в измене Родине. Народ, проживший к этому времени уже 25 лет в ссылке без права покидать территорию резервации, вздохнул полной грудью и начал собираться домой. Тем более, что одним из постановлений правительства за номером 494 подтверждалось право татар, проживающих в Крыму, селиться по всей территории СССР. Правда, здесь же уточнялось: делать это можно только в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме. Люди, поверившие слову правительства об их реабилитации, еще не знали: это станет настоящим барьером на пути в Крым. Не знал этого и Ахтем Дерменджи. Как только он прочел указ, понял: больше ни дня не останется на постылой чужбине, где каждый прожитый день был лишь ожиданием возвращения домой. Geldim eve, anama söyledim, ana dedim, ben Kırım'a gideceğim. Vay balağım, ne yaparsan da gitsen, kimseni koyar da. Ya ana ben giderim dedim Kırım'a. Eğer ölsem kemiklerimi, karga alıp gelsin beni, bunda kemiklerimi. Ben gideyim ana dedim. Когда Ахтем Дерменджи уезжал в Крым, ему было уже 40 лет. А родился он в 1929-м в селе Кекинеис, расположенном на южном берегу Крыма между двумя горами-крепостями – Биюк-Исар и Кучук-Исар. В семье Мустафы и Умие Дерменджи он был третьим ребенком. После Ахтема у них родилось еще 2 детей. Boğazlar'da biz 5 tane balaydık. Anamın, bir de babamın anası vardı Kartalan. 96 yaşındaydı. Bizle yaşardı. Balığı vaktimiz pek güzel geçti. Ama kıyınçılık vardı. Bunda biz arpa, buğday ne olduğunu bilmezdik. Mısır buğday da bilmezdik. Onu çölle varıp getirirler. Bütün tütün avkı, yüzüm avkı, değişip onu alıp gelirler. Bu yeri yaşardık. Когда началась война и в Крым вторглись немецко-фашистские войска, Ахтему Дерменджи исполнилось 12. Поэтому он хорошо помнит, как призвали в Красную армию отца, как в село вошли немцы. Ulan asker çıktık oraya. Biz burada oynardık ballar,
poşta yolu dedik biz. Yola, poşta yolla oynardık. Oynardık. Bir de baksak patladı bir şeyler. Çap gittik anda. Çapı vardık bizden de. Ege'ye tank, Nemse tankı. Kopuru patlattılar. İki tank yere devrildi. Kopurun kenarından matasının kendi Nemseler. Razetka yaptılar. Baktı. Çıkarda bize 5'er marka verdiler. Biz balayı 4 balaydık. 5'er marka para verdi. Biz kuandık. Ama Nemseler kedi ama bize bir hıyanetlik yapmadılar. Ахтем Ага не очень любит вспоминать годы оккупации. Говорит лишь, в их селе немцы особо не зверствовали. Но каждый день люди ждали Красную армию, которая должна была освободить их родную землю. 12 мая Крым был полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков, а село Кикинеис освободили на несколько дней раньше. 9. May günü Akyar'ı asfalt ettikten sonra buradan Cemile halamız vardı bunda bir karı. O bayrağını 3 yıldan ziyade sakladı o bayrağını. Birinci günü geldi Ruslar, aldı çıktı magazin o günü, taktı bayrağı. Ana cemaat, şimdi kaçıp geldi bizim hükümet, aldı yetiştirmeydi geldi hükümetin, deyip anamlar karadılar. Cemaat başlarına saç ve yüzüm, tütün, azbarlara unu, sarımsak, soğan, unu bunu saçtılar. Радоваться пришлось недолго. Не прошло и недели после всеобщей радости победы над врагом. Рано утром 18 мая 1944 года в дом Дерменджи, как и во все другие дома крымских татар, постучали вооруженные солдаты НКВД. Открывайте! Ахтему Дерменджи было уже 14 лет, поэтому он очень хорошо, не со слов родителей, помнит этот страшный день. Sabahtı nerede banditler, вооруженные banditler 3 tane olup avtomatlarını geldiler bana bu evde girdiler. Biz 4 oğlan bir kız dedik. Leyla en küçük Leyla kızımız vardı. Kaldırdılar bir ayakkabı yok, bir şey yok, giymeye yok. Çarık yerdik. O ne yaşadık işte. 15 dakikanın içinde bizi koterdi bir yere, alçılara bu koterdiler mektep. Bu yere azbar altılar. Bu yere bizi topladılar hepimizi. Avtomatlar koyup, primatlar koyup durdular bize karşı. Sabatandan kapımızı tez gelip kalktılar. Koksime tüfek diklep evimizden kudular. Koksime tüfek diklep evimizden kudular. Mal taşıgan vagonlarga getirip doldurdular. Bala çağa kartlarını Uralga yolladılar. Bala çağa kartlarını Uralga yolladılar. Целый народ, от древних стариков до малолетних детей, обвиненный в сотрудничестве с оккупантами, погрузили в телячьи вагоны и отправили в далекую ссылку.
Семья Дерменджи, потеряв в страшном пути одного ребенка и бабушку, попала в Ташкентскую область, а именно в колхоз имени Кирова, Янгиюльского района. Yangüyle düştük. Anda da bizi öyle dediler. Bir kozu var, öyle adamlar geldi. Mukayyet olun, korktular Uzbekleri. Ular da hazır tuttular demirden, ağaçtan bizleri karşı söylediler. Bak da gördüler, güzel adamlar tim ettiler. Sonra hep bizi kolhozlara dağıttılar. Все ссыльные крымские татары стали спецпоселенцами, то есть людьми без документов, без права перемещения, под комендантским режимом. Они имели право лишь на беспросветный труд. На Урале это был лесоповал, в Средней Азии хлопковые поля, заводы и фабрики. Режим спецпоселений был снят лишь после смерти Сталина. Но и до, и после этого многие безрадостные годы люди жили только воспоминаниями о родном доме, мечтой когда-нибудь в него вернуться. Когда Ахтем Ага прочел в 1967-м тот знаменитый указ о мнимой реабилитации, ему показалось, теперь эта мечта осуществится. Samarkand'dan Samara'ta binmişim. Doğru Akmeşik'e düştüm. Akmeşik'e düştükten sonra doğru aldım yol koyumu. Allah dedim ya Rabbim, gelip çıktım vatana. Doğru geldim koyumu. Baksam yazılmış ev satılıyor. Hadi dedim var bakayım alayım bu evini. Ne kadar para? 7.000 dedi. Dedim al 7.000'li evini ben alayım dedim. Oturduk, aşağıdık, uyandık, kahve, çay, unu içtik. Saat 11 gece sardı bizi. Aynı faşistler nasıl saraylar diye. Biz de aynı sarpalılar. 18-16 militse. Tak, ni сместа, ни шевелиться, нет, не. Hadi oturduk. Tak, кому ты продал дом, dediler ona. Вот, меня selamla dedi, кто деньги дает, там и я продаю, деду, diye. Так, тебе 10 рублей штраф, а тебе, да, садись, и ты, и машину, садись, поехали в Ялту. Altıda bizi Yalta'ya, kapattılar beni türmeye. 24 saat слог verdiler, покидать Ялтинский район. Вот так Ахтема Дерменджи встретила Родина, право вернуться на которую ему якобы давал указ Президиума Верховного Совета СССР. Но он и тогда еще надеялся, что сможет купить дом для своей семьи и спокойно жить на родной земле. Vervovka'dan Tatarlar var vakta ya 67'de. Varayım bunları bulurum ben Denizli rayonuna dedim. Yol açtım. Yol açtım, yayan gittim. Таких, как Ахтем Дерменджи, поверивших в реальную реабилитацию своего народа и восстановленное право жить там, где они хотят, было немало. С момента опубликования указа в августе 1967 по декабрь этого года в Крым прибыло около 1200 семей, около 6000 крымских татар. Однако выполнить все формальности, нужные для поселения на законных основаниях, сумели немногие. Среди счастливчиков была семья Комурджи, в чьи двери в колхозе Батальная Ленинского района постучался наш герой. Misafir alırsın dedim. Eğer gezmeye geldin yoksa kalmaya geldin dedi. Ben dedim kalmaya et. Olmasa yemin et dedim. Ben Kur'an okuyayım dedim. Kalmaya geldim. Gitmeyeceğim. Vatanına kayıtmayayım ben dedim. Bunda kalırım dedim. Sizinle beraber. 9 aydan sonra ne yapayım? Ya bu halkın evinde nasıl yaşar? Hadi aldım ev. Отправившиеся на родину крымские татары не знали о том, что жить в Крыму им не разрешено. Тогда руководителям предприятий был разослан тайный указ – крымских татар на работу не брать. Нотариальные конторы получили предписание не оформлять покупку домов, если покупающий – крымский татарин. Ondan sonra çıktım. Ey Allah'ım ya Rabbim. Çıktım damın tepesine. O yere ağlayıp oturdum böyle özüm. Böyle özüm. Ağlayıp oturdum. Ey dedim bak.
Samarkand'da yaşadım ben şu Vedan'a geldim ama düştüm çöl taraflarında. Ben bunda olamadım. Koyuma kel almadım. Хоть и не на родном южном берегу, а в степи, но это был уже свой дом, в который можно было перевозить семью. Но в нем еще надо было прописаться, чтобы не нарушать паспортный режим. Но все попытки, как и в случаях устройства на работу, оказались безуспешными. Ответ был один – возвращайтесь обратно. Здесь вам светит только тюрьма. Beni ev aldıktan sonra ama telegramı verdim. Davay yük konteynerleri varmaya korkardım. Konteyner almaya varsan KGB adamları tutup kapap yanından gene maşraları yükleyip Херсон, Krasnodar tarafa çağırıyorlar. Ахтем Дерминджи от своей цели не отступал. Насильно выдворяемый за пределы Крыма, он несколько раз в поисках правды ездил в Москву и даже присоединялся к акциям евреев, пикетирующих Верховный Совет СССР с требованием о выезде за границу. Не добившись правды, он решил отказаться от гражданства СССР, если ему нет места у себя на родине. Арестовали Ахтема Дерминджи ночью в гостинице, отправили в Узбекистан, но Ахтем-ага на половине пути решает вернуться домой, в Крым. Только дома уже на месте не оказалось. Его снесли бульдозером. Kesip ev yok. Ne oldu eve? Komşular başladılar gitmeye. Meyaraylı, kırçaylı, nilamaydı. Ama ulan yıktılar evi. Hayvanlar hepsini yok oldu gitti. Оставшейся без крова семье Дерминджи с маленьким ребенком на руках однажды даже пришлось ночевать среди свиней. O domuzlar yemek aşağı ne? Su kızdırdık. Hanım yuğundu. Ben çıkandım ben de uyanmayanı. Toşa yastık bir şey yok. Domuz tahtaları yattık. Peçke yanardı. Yaktık. Odun çok tahtalarda. Tütün çıkanına korudular. Zaten de miliseye. Geldiler milisalar. Aldılar bizi, gittiler Denizli rayonuna. Начался суд. Судили семью за нарушение паспортного режима. Осудив, выслали в Херсонскую область, Горностаевский район, колхоз Ленина. И опять на половине пути в Херсон Ахтем-ага вернулся обратно. И снова суд. Ахтему Дерминджи, как злостному нарушителю паспортного режима, дали 2 года и под конвоем отправили в Ворошиловоград на поселение. Один из конвоиров оказался добрым человеком. Узнав историю вечного изгнанника, милиционер, рискуя своей должностью, отпустил его. И для упрямого крымского татарина снова начались скитания по дорогам от Симферополя до Москвы и обратно. Ben Moskova'ya gittim. Prem doğru gittim Seka'ya. Seka'da beni primat etti saat 1'de. Bana dediler, в Крыму негде яблок падать, татар не будут прописывать там, езжай обратно в Самарканд. Ben gitmedim. Gitmedim yanında Samara'da bilet aldım. Doğru Simferopol. 1,5 saatte Simferopol'e geldim. Herkes düştü. Niye? Çaylarına, peron uyanı. А меня уже военные одежды сюда. Deyip aldı beni bu tarafa aldı geldi. Giberler beni türbeye. Gece beni toktadan gece çağırdı допрос yapardılar. Вот зачем приехал, почем приехал, запрещается, то и другой. Езжай в Винницкую область, мне dedi, езжай в Винницкую область, Украина, возьми национальность украинец, dedi. Да, мы там дадут тебе квиток. Квиток дегені, а bu вербовочный кят. Вот мы тогда тебе квартиру дадим, это дом дадим, все дадим. Ben gitmedim. Я своей нации не поменяю ни на кого нации. Я крымский татарин. После 3 лет мытарств, гонений и унижений, скитаний без прописки и работы, Ахтем Дерминджи все-таки добился своего.
Разрешение на прописку семьи Дерменджи оказалось в Крымском областном паспортном столе. Проскитавшуюся 3 года по дорогам семью Дерменджи наконец прописывают у себя на родине, в Симферополе. Bana da damökin dedi. Düşündüm, çıkardım. Şehrin damökinesi verdim. Vurdu peçet, ben yıkıldım. Ya ben esimi coydum diye ben çok kıynaldım, çok şıkırdım. Ben pasporta kaçan peçet takıldım. Ben 100 kere kunde o pasportu açıp bakardım. Coymadım, yetmedim, ne oldu? İnanmazdım yazdıklarıma, inanmazdım. Правда, мать Ахтема, которую он вскоре перевез в Крым, так и не прописали в течение последующих 20 лет. Да и не нужно ей это было. Главное, что похоронили ее в родной земле. На похороны собралось несколько человек, а дорогу к кладбищу блокировали. Musa Mahmut'un yatan yerini mezar açıldı, önce açıldı mezar. Ben de anamı andal kecik oldum. Haber kazıldı. Yolda toktatlar bizi vermiyorlar. Al bir şırangı, bir benzin alayık, anamı yakayım dedim. Anamı da kendimde yakacaktım. Beni o yere tutla vurdular ellerimi. Sonra telefonla mulavafetiyle giberler bizi. Al koyduk anamı. Anamın ne de olsa vatana kömürlü. Her vakit derdi. Ah balam, ah balam. Eğer ölsem desem beni gaspıra, nasıl alıp gaspıra, anda vermediler komuyamındaki verecek sana yer. Öylelikle kelebitende oldu. Годы скитаний и притеснений выковали из Ахтема Дерменджи настоящего борца. Очень скоро он стал одним из активных участников национального движения. Несмотря на репрессии в отношении таких, как он, громкие судебные процессы против правозащитников крымских татар, он не позволял ни себе, ни другим уйти на покой. Ben kege yılları biz sanki bir Kur'an'da da adamlarıydık. Adamın bir şey olsa doğru anda giderdik. Bir şey bir yere olsa anda giderdik. Biz toktamayıp yoldaydık. Прошло много лет с той поры, как Ахтем Дерменджи впервые вернулся в Крым. Здесь ему пришлось поскитаться, несколько раз меняя села и города. Но он шел к другой мечте – жить не просто в Крыму, а там, где родился и где прошло его детство. Сегодня, прогуливаясь по улицам родного села, Ахтем Ага вспоминает дерево, под ветвями которого он мальчишкой играл со сверстниками. Этому дереву, как и его народу, немало пришлось пережить. Сколько раз его пытались срубить, а оно, надломленное, каждую весну давало новые побеги. Bu Yal Sarayı'nda bir dere vardı böyle dut. Başka yerde yok dut öyle. Biz bunda gelip balaçalar dutcuyup aşardık. Bu derek o vakta 500 yıllık derek derler. 500 yıllık derek. В Кекинеизе, ныне село Оползневое, крымским татарам под строительство домов был выделен скалистый участок на окраине села. В 2004 году Ахтем Дерменджи, несмотря на свои тогда 75 лет, решает начать строительство своего дома на земле предков. Здесь он родился, сюда стремился всю жизнь, и именно здесь он встретил свою старость. Bu ben vatanıma kendim ben. Doğan yerime, dedelerim doğan yerine. Ulan hepsi ölüp yok olup gider dedim. Hemen bu yere kalayım. Bana çal olsun, torunlar olsun derler. Ben de dünyadan gittikten sonra ulara kalacak. Ular da devam ederler yaşamaya mı da. Сейчас Ахтему Дерменджи 86 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, он сумел не только построить дом, но и продолжает трудиться в нем. В 4 утра неугомонный старик уже на ногах, присматривает за огородом, выращивает цветы. А этот росток виноградной лозы – его особая забота.
– это еще один символ возвращения, символ памяти о предках, символ будущего, у которого будет sladkий вкус муската. Bu yüzüm Karbabamın bağındaydı. Ondan aldım bir budak aldım. Getirip bir de saçtım. Karbabamdan kalan bağı yüzümü yok olmasın diye onun devamını yaptım ben. Ben ondan yok olsam bunda olsa gelen adam açta Bismillahirrahmanirrahim Allah rahmet eylesin der. Anladın mı? Onu saçtım bunları. Кто-то скажет, как тяжела была жизнь этого человека, сколько ему пришлось пройти дорог и каменистых тропинок, чтобы прийти к родному дому. Сам Ахтем Дерменджи так не считает и благодарит Бога за каждый миг своей жизни, каким бы он ни был. Benden de baklı adam var mı ki bu dünyada ben bilmem. Ben koyuma geldim. Ev yaptım. Yakşı yerime bahçem var, üzümlerim var, incirlerim var. Her şey var, narlar, her şey. Bende o şehir. Denizim var yanımda. Gerek olsa denize gelirim. Deniz suyunu alıp ayaklarını yuvarım. Betimi yuvarım. Anladın? Benden de baklı adam var mı ki? Allah herkese kısmet etsin ya. Ben onu isterim. Ахтем Ага Дерменджи гордится тем, что сегодня его семья, внуки и дети живут на земле, путь на которую ему когда-то пришлось пройти одним из первых. Но его дети и внуки – это не только те, кто живет с ним под одной крышей. Это весь его народ, большая крымско-татарская семья, о которой болит его растревоженная душа. Biz neler görmedik? Bu Tatar milleti ne görmedi, başından neler geçmedi. Anaları, babaları, dedeleri yollarda ölüp, yok olup gittiler. Sürdükçe deportasyaya düştüler. Deportasyada kaçtık. Ama birlik yok, birlik yok. Ben isterim benim halkım birlik olsun, birbirini sevsin, birbirine yakın olsunlar, soy sopa olsunlar. Ахтем Ага сегодня крепко стоит на своей родной земле. Как то старое дерево, которое никому не удалось сломать. Он своими крепкими корнями уцепился за нее так, что никакой силой не вырвать. И все для того, чтобы на этих ветках сегодня и всегда появлялись новые ростки дерева семьи Дерменджи.